Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие козероги. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 29 мая по 4 июня. Мы посмотрим события для вас в этот промежуток времени. Прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так по знаку асцендента. Так вы найдете больше подсказок для себя. И не забывайте о том, что это общий прогноз, не у всех одинаково. Он проигрывается, а может вообще не проиграться, потому что вас много, прогноз один. И контент несет все-таки развлекательный характер. Не забывайте об этом, ребята. Также, если я не замечаю совпадения какой-либо карты, обязательно пишите мне в комментариях. Я отвечу, что может обозначать данная совпавшая карта для вас. И всем спасибо за лайки, комментарии, за обратную связь. Для меня она очень важна. Обязательно пишите, как проигрываются данные прогнозы у вас. Я их с удовольствием читаю. Итак, ребята, козероги, да? Давайте-ка будем смотреть ваш прогноз с 29 по 4 июня. Вот и лето наступило. Так, и поход в гости у вас. Или вы в гости, или к вам гости. Обман. Либо лицемерие со стороны какого-то человека, который рядом с вами находится. Это может быть связано что-то с работой и с бизнесом еще. Так что будьте внимательны. Обман по поводу чего? Обман. Обман по поводу каких-то перемен. По поводу каких-то перемен. Или, может быть, смотрите, не обманывайтесь по поводу того, что вы уже, если вы болели, то вам кажется, вот я уже выздоровела, все нормально. Нет, 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 подлечитесь еще, допустим, если по поводу этого. Так, или если в работе, то вы какую-то болезненную ситуацию восприняли. Вот, может быть, здесь именно в работе, в бизнесе ситуация, обман какой-то, да, и вы очень близко к сердцу это приняли. События в доме. А также связано что-то с недвижимостью. Вот если собираетесь покупать квартиру, дом, да, то будьте тут внимательны, да, чтобы не было какого-то подвоха. Так, общение с должностным лицом, влиятельным человеком или высококвалифицированным специалистом в какой-то своей области. Так, ну что, смотрим, что у нас тут еще может совпасть. Так. И здесь посмотрим. Так. И шарики у нас, и колокольчик выпал, да? Звонок.
Смотрите, здесь может быть пустые разговоры, какие-то пустые обещания. Или какие-то сплетни. В принципе, не верите этому, да? То есть это все такое пустое. И новости у нас есть здесь, да? Хорошие новости. Ну, замечательно. Давайте-ка мы теперь подытожим, что у нас тут получается. В понедельник может быть какой-то звонок. Узнаете какую-то хорошую новость. Ну, знаете так, разговоры какие-то пустые. Может быть приглашение на какое-то торжество. То есть у нас здесь событие в доме, может быть, да, в гости. Поедем в гости, или гости к вам, или вы в гости. Также у нас есть обман со стороны, вот, или работа, бизнес со стороны какого-то должностного лица, либо придется обращаться к какому-то высококвалифицированному специалисту еще, да. Но все равно здесь какой-то может быть обман со стороны этого человека. То есть перепроверьте какую-то информацию, узнайте что-то еще. Либо, если касаемо здоровья, то, пожалуйста, здесь карта говорит о том, что либо вам нужно еще к какому-то специалисту обратиться, да, за консультацией, либо не думайте, что вот там, ну вот у нас там просто получалось, или если кто-то болел, то пока что еще себя поберегите, да, то есть не думайте, что вот все у меня там, допустим, ОРЗ там уже прошло, да, допустим, грипп прошел, ну подождите немножко, да. Так, ну или лицемерие со стороны какого-то начальника, вот, допустим, должностной какой-то влиятельный человек, может быть какой-то обман здесь с этой стороны, могут быть какие-то обещания, пустой звон, пустые обещания. Так, ну вот такой вот для вас прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.